Место, где история оживает через искусство, объединяя живопись, музыку и память сердца. И первыми гидами в этом путешествии в прошлое стали сами юные художники. Учащиеся военно-патриотической арт-студии Бетельгейзе не только представили свои работы, но и прочли стихи, вдохновленные подвигом защитников Кавказа. Ахмед Мальсагов особо отличился в первые дни войны. В наградном листке, представляя Ахмеда Татархановича Мальсагова к ордену Красному Знамению. Открытие биеннале сопровождается концертной программой, где звучат песни и стихи, вдохновленные доблестью защитников Отечества. Выбор даты 9 октября не случайен. В этот день, в 1943 году, завершилась битва за Кавказ. На самом деле я была очень удивлена. Сами картины, они очень красивые. И мне сказали, что это нарисовали дети. До этого я не знала, я рассматривала их. Были там более сложные картины, они были прекрасные. В экспозиции порядка 40 картин. Их авторы – учащиеся арт-студии из города Минеральные Воды. Прежде чем взять в руки кисти и краски, ребята долго изучали архивы, исторические хроники и воспоминания ветеранов. Результат этой кропотливой работы – их личный детский взгляд на героическое и трагическое прошлое. Я была в шоке, когда узнала то, что это рисовали дети. Это очень красиво. Я думала, что это сделали большие художники. И дети тоже молодцы. Выставка организована военно-патриотической художественной арт-студией Бетельгейзе вместе с Боевым братством и Пятигорской казачьей общиной. Миссия проекта – объединить поколения. Через искусство организаторы говорят с молодежью о самом главном – о любви к родине, жертвах, принесенных за нашу мирную жизнь. Каждая работа – это личное переживание, вклад в сохранение исторической памяти. У меня коллектив очень такой интернациональный. Я специально взяла на это мероприятие девочку-ингушку, Джанееву Алису. И наша миссия – нести в мир добро, любовь. И мы свои картины, так они у нас ориентированы, что дети свой труд отдают на благо. Непокоренный Кавказ – это больше, чем выставка. Это мощный импульс для патриотического воспитания. Напоминание о том, что мир не данность, а результат борьбы и что долг каждого – хранить правду о войне и передавать ее дальше. Амина Зязикова, Мовладгири Ахильгов, Магаз 24.